Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Ингушский дзюдоист Абдуллах Парчиев, став серебряным призером юниорского первенства мира в Перу, поднялся в мировом рейтинге сразу на 18 позиций. Теперь он занимает 7-е место в мире в весовой категории до 66 килограммов. На прошлогодних соревнованиях в той же Лиме он также поднимался на 2-ю ступень пьедестала, но среди кадетов. В Новочебоксарске проходил турнир по шот-санлату, ингушскому национальному боевому искусству. Соревнования прошли в рамках всемирных игр национальных видов единоборств и собрали около 100 спортсменов из России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Шот-санлат объединяет удары, захваты, блокировки и амплитудные броски, демонстрируя уникальное сочетание гибкости, силы и ловкости. Это боевое искусство разработал Магомед Гирей Сукиев, интегрировав в него элементы традиций и современных единоборств. Ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную Объединенных Арабских Эмиратов, поднялся на 2 позиции в мировом рейтинге спортсменов по этому виду спорта. На сегодняшний день Костоев занимает 3-е место в рейтинге в весовой категории до 100 килограммов. Такой рост стал возможен благодаря завоеванию бронзовой медали на рейтинговом турнире серии Гран-при в Циндао. Турнир проходил с 26 по 28 сентября и собрал более 220 дзюдоистов из 30 стран мира. В Новогорске проходит учебно-тренировочный сбор национальной сборной России по футболу. Первая группа футболистов уже заехала на базу и провела тренировку. Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным вызвал на сбор 30 футболистов. В их числе ингушский футболист, полузащитник ФК «Локомотив» Зелимхан Бакаев. В рамках сбора 14 октября россияне проведут товарищеский матч со сборной Боливии. Матч пройдет в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Команда «Ангушт» выиграла во 2-й раз к ряду. На этот раз в гостях наши одержали победу над Махачкалинским легионом. Назрановцы играли лучше соперника и заслуженно повели в счете первого тайма. Остальные подробности расскажет спортивный директор Юсуп Гугуев. Юсуп, ассаламу алейкум. Алейкум. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». Поговорим сегодня о футболе, в частности, об играх последних «Ангушта», о поддержке, оказываемой футбольному клубу. Недавно «Ангушт» играл с Махачкалинским легионом. Счет был 1-3, наши выиграли. Я думаю, что все болельщики были довольны этим матчем. Как вам игра? Ну, скажу так, результат определяет ход игры. Мы владели преимуществом. Легион очень крепкая команда. Вообще, дагестанские команды, они славятся своей самоотдачей, дисциплинированностью, да, и очень крепкая команда. И, соответственно, учитывая все эти нюансы, команда готовилась к этой игре. И именно в последние игры команде удаются. И была очень интересная игра, интересная, результативная. И для болельщиков, я думаю, что болельщики остались довольны результатом и игрой. Очень важный фактор – это игра, показываемая командой. Конечно, самый важный – это результат, но очень важный фактор – это игра, содержание игры. Да, заметно, что наши футболисты поднажали не чуть-чуть, а хорошо. Это видно по исходам игр, да, последних. С чем это связано, как ты думаешь? Ну, я вот всегда, когда думаю можно сказать, я всю жизнь думаю про футбол, да. И в частности о команде, когда думаешь, вот любому тренеру, там, величайшим специалистам, да, которые работают там в английской премьер-лиге, в российской, в топовых клубах, да, им нужно определенное время, чтобы создать коллектив, да, коллектив не только на поле, коллектив за пределами поля, в быту, чтобы, допустим, свои идеи донести до футболистов, чтобы они воспринимали, чтобы они его понимали, нужно определенное время, не 1 год. Это при наличии полного финансирования, финансового благополучия, да, и при наличии возможности брать тех или иных футболистов, которых хочет тренер видеть, да, даже при этом нужно определенное время. Поэтому мы вот, в начале у нас произошли изменения в составе команды. Некоторые ребята ушли, допустим, Бекхан Алиев, да, лидер команды, который определял результат. Ушел центральный защитник
Мурат Гаджи Магомедов в Майкопскую дружбу. В начале сезона палец сломал на ноге Ахмед Абубакаров. Это очень сильно сказалось на старте чемпионата. Мы на старте еще не были таким слаженным коллективом из-за того, что нам пришлось обновлять некоторые позиции, потому что люди ушли, на их место надо брать людей, и чтобы они влились в коллектив, нужно было время. И вот тренерский штаб провел очень огромную работу вот, в течение сезона, тренировочный процесс и все остальное. Очень большая работа проведена, и я думаю, что это сейчас выливается в результат. Будет жалко, если вот этот коллектив у нас не сохранится. Допустим, если вот ты делаешь коллектив, если так грубо сравнить, да, главный тренер футбольной команды, он как шахматист, да. Но в отличие от шахматиста, который может двигать фигурами, где он хочет поставить, между главным тренером и игроком должно быть взаимопонимание. Игрок должен понимать, что от него хочет тренер. Поэтому, допустим, вот он взял, поставил команду, вот здесь его не устраивает вот этот футболист, да, ему нужен именно тот футболист, который отвечает его требованиям. И приходится искать уже, и для этого, вот я говорю, нужно время. Состав футбольного клуба «Ангушт». Сколько футболистов у нас сейчас действующих и представителей Ингушетии сколько? Ну, если, допустим, приводить точные цифры, да, учитывая вратарей, там, полевых игроков, бывает 22, 23, 24 футболиста, ну, в тренировочном процессе, да, там, трое вратарей и так далее, ну, это такие подробности. У нас есть представители, если брать другие регионы, да, представители Дагестана, представители Чеченской республики, представители Кабардино-Балкарии. Есть парень с Ульяновска, с ингушской фамилией, Тутаев, он татарин по национальности, он сам из Ульяновска. То есть география у нас хорошая. Ну, вообще мы сторонники, чтобы разбавлять команду, да, чтобы был интернационал, чтобы как бы перенимать как бы культуру друг друга, чтобы коллектив был бы как бы интернациональным и интересным. Болельщики, наверное, думают, что Тутаев ингуш. Ну, может быть, да, и думают. И мы его как-то, ну так, показывали ему улица Тутаева, возили его туда. А что касается подготовки младшей группы? У нас работает интернат Малгобекский, да, уже много лет. И много секций работает, допустим, есть у нас хорошая школа, хорошая секция в Войнах на Сыркорте, который тренирует Загиев Тимур, известный футболист, хороший детский тренер, скажем так, не только детский, хороший специалист. Есть много других ребят, допустим, Мархиев Дауд работает, да, в Карабулаке работает Тариев Казбек, Мархиев, Джамал с ребятами. Газдиев Илез работает в Назране, вот, на лицейском стадионе. То есть интерес к футболу как бы возрастает именно, чтобы футбол был в республике. Все должно быть взаимосвязано, да, допустим. Детские школы, я думаю, как бы бессмысленны, если нет главной команды в республике, куда они должны стремиться, и который может стать трамплином для того, чтобы пойти наверх, допустим, как Магомед Аздоев, Зелимхан Бакаев, Салтамурат Бакаев. Вот сейчас в Европе на хорошем счету, на очень лестные отзывы о Адаме Мархиеве. Это сын нашего главного тренера Умара Мархиева. Он играет за сборную Финляндии. Он играет в немецком Нюрнберге и за сборную Финляндии, за первую сборную. В прошедшем туре сборная Финляндии в отборочном матче чемпионата мира к 2026 году, они принимали сборную Литвы. Игра закончилась со счетом 2-1, и победный гол забил Адам Мархиев. Также у нас Хасбулат Хамхоев, вратарь. Хасбулат Хамхоев выступает в чемпионате Грузии. Мы были бы рады его видеть в своей команде, если он как бы доигрывает свою карьеру. Если он вернется домой, это будет для нас очень хорошая поддержка. Да, был бы хорошим вратарем Ангушта. Он хороший вратарь. Он хороший вратарь, он вратарь современный, скажем так. Да, он очень хорошо играет ногами.
Это очень важно в современном футболе. Ангуш сейчас на какой строчке турнирной таблицы? После вчерашней игры мы поднялись на одну ступеньку вверх. Вот, если считать нижнюю восьмерку, то мы, получается, на 5-м месте. Какие перспективы, как ты думаешь? Перспективы, ну, все, как всегда, зависит от поддержки, да. У нас есть определенная хорошая поддержка, скажем, да, но для того, чтобы развивать футбол дальше, да, чтобы его поднять на более качественный уровень, хотелось бы чуть-чуть больше внимания, и не только со стороны руководства республики, которое нам оказывает поддержку, кстати, ну и со стороны людей, которые имеют возможности финансовые, да, потому что футбол это не просто так. Многие думают, что футбол это так, развлечение. Это не развлечение, это, как говорится, футбольный клуб и танцевальный ансамбль – это лицо республики. Не только республики, вообще региона, который мы представляем. Поэтому это как бы, мы вот приезжаем в другой регион, да, мы должны быть красиво одеты, мы должны показывать качественную игру. Это все складывается в представлении о нашем регионе. Что дальше? Какие матчи запланированы? 18 числа мы принимаем Нальчик и Спартак, соседи по турнирной таблице, соседи и такие с Братской Республики. Будет очень интересная игра. Ждем болельщиков. С Нальчикским и Спартаком играли уже, по-моему, в этом сезоне. Да? Играли, 2 раза играли в первом круге и во втором круге. Выиграли 0-4 в Нальчике. Очень хорошая игра была. Вот этот матч был как бы показатель, да, того, что мы хотим от нашей команды и по результату, и по игре. Это была как бы отправная точка, вот, от которой мы дальше уже как бы держим марку по сегодняшний день. Это сильная команда. Это хорошая команда с огромными традициями. Там, недавно отмечали там, 90 лет клубу. Это еще с советских времен, с хорошей школой, с хорошими традициями. Играла в премьер-лиге и в российском чемпионате. Но сейчас у них будет возможность отыграться. Игра покажет. Будем нацелены и мы, и они на победу. Но поэтому тем будет интересная игра. Посмотрим. Будем болеть за наших. Будем благодарны каждому, кто придет на стадион. Хотя есть у нас болельщики, которые приходят за 2 часа до игры. И такие у нас есть. За 2 часа до игры приходят, сидят. Хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше и таких, потому что нам очень важна их поддержка, и мы ее чувствуем, поддержку. Ну, многие смотрят по телевизору, онлайн-вещание. Ну, знаете, это, по телевизору это одно, а вот на стадионе находиться это совсем другие ощущения. Конечно, я был как-то на матче. Нужна поддержка. Я был, будучи футболистом на тот момент, я был на одной игре в присутствии 83 тысяч зрителей. Это совсем другое, это совершенно другие ощущения. Юсуп, на этом все. Благодарю за интервью. Да, я слушаю. А теперь дайджест российских и мировых спортивных новостей. Стали известны все участники полуфиналов молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Соревнования проходят в Чили. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5-1 в матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Магнитогорске. Сборная Фарерских островов по футболу обыграла команду Чехии со счетом 2-1 в домашнем матче группы «Л» отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Бывший обладатель пояса абсолютного бойцовского чемпионата UFC в 2 весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях, будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.